АТР телевізійний канал, який став, знаєте, таким не лише духовним, мовним рупором кримських татар, а став тим віртуальним майданом, навколо яких кримські татари згуртовувалися. 1 квітня мовлення АТР в Криму немає, оскільки за ті правові умови АТР не зміг отримати ліцензії. Отже, було всього 2 виходи, третього не було. Або змиритися з цим і просто далі нічого не робити, або починати все знову, не кидати людей, які згуртувалися навколо і цієї інституції теж. Мы начинаем здесь стартап заново мы с теми людьми, которые сюда переехали, те люди, которые здесь уже живут, это тоже часть АТР. Это не значит, что мы каким-то образом поделились, что еще мы сделали, но мы начали. Потому что дальше терпеть и выходить в эфир, и слышать, и слушать, и видеть, как наши старики, наша молодежь, потому что и детский телеканал «Дарья», там, и радио «Мейдан», и телеканал АТР — это те части крымско-татарского народа, которые являются неотъемлемой его частью, точно такой же частью, как Меджлисы, как Курултай, как и мы сами. Ну, я, по идее, должен был быть таким трусливым бизнесменом, который должен был всем заткнуть рты, вот они там сидят, вот мои девочки, вот, которые журналисты вот наши. И они должны были молчать, я должен был пойти к Аксенову, сказать: давай, там, что нужно сделать, я сделаю, давай, там, ты хочешь забрать телеканал, забери. И, ну, по идее, логично было бы так сделать. И я думаю, что даже некоторые, там, часть нашего народа бы это простила, может, поняла, сказала: ну, действительно, столько всего есть у человека, зачем это все терять. Но есть одна штука такая, я не хочу здесь брызгать героизмом каким-то и там что-то еще, потому что здесь очень все мастаки отсюда, как бы, с материковой части все быть героями. Но у каждого есть своя позиция. Вот по этой позиции, если я по национальности крымский татарин, по позиции, которая сейчас происходит с нашим народом, я украинец. Поэтому этим все сказано, если надо дальше продолжать, можно сказать.